моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. В мае месяце у нас создано Министерство по делам молодежи и спорта. Объединены Министерство молодежи и Государственный комитет по физической культуре и спорта. Теперь мы в третий раз, работаем совместно с молодежью. Вы знаете, что проходящий год был ознаменован очень крупными мероприятиями. Это чемпионат Российской Федерации по вольной борьбе, который прошел очень успешно. Чемпионат России по спортингу. Мы построили прекрасный спортивный объект, который в 2012 году будет передаваться школе высшего спортивного мастерства. Построен олимпийский стенд, на котором мы будем дальше работать. Этот год еще также ознаменован такими крупными событиями, как 55-летие развития вольной борьбы, 55-летие развития бокса в нашей республике, 55-летие добровольного спортивного общества «Урожай», 20-летие кикбоксинга, и ряда таких мероприятий, которые все были проведены на высоком организационном уровне. Я сегодня хочу огласить цифры. Чемпионата республики 27. Здесь мы сократились на 3 мероприятия. Почему? Потому что в некоторых чемпионатах участие вузов очень низкое. В нынешнем календаре особенное внимание будет уделяться чемпионатам республики. Его статус, его финансирование будет увеличено. А увеличение количества мероприятий, к сожалению, не привязано с увеличением объема финансирования. Мы посчитали, насколько на одном мероприятии сколько средств получается, приходится. И вы, как видите, 2010 год и 2011 год идет серьезное снижение финансирования на одно мероприятие. Поэтому эти данные нам дают задуматься. С этого года начинаем переход от количества к качеству. Итак, на 10-й строчке списка Игорь Егоров. Стендовая стрельба. Мастер спорта Российской Федерации. Серебряный призер Кубка России в абсолютном зачете. Бронзовый призер чемпионата России по спортингу в абсолютном зачете. Серебряный призер чемпионата России по спортингу в абсолютном зачете. Серебряный призер чемпионата России по спортингу. Дуплетная стрельба. Игорь Егоров. 10-я строчка. Этой строчки до 9-й строчки Иван Белолюбский. Национальные виды спорта. Мастер спорта Республики Саха-Якутия. Чемпион России, чемпион Европы по масс-рестлингу, чемпион Якутии по борьбе Капсагай. Победитель республиканских соревнований по многоборью Игорь Дегина. Тренер, отличник образования Российской Федерации. Отличник физической культуры Якутии Дичковский Григорий Константинович и Аксенов Андрей Ермакович. В настоящий момент Иван находится в Индии, также на чемпионате Азии, представляет честь нашей республики. Но награду получит тренер Дичковский Григорий Константинович. На 8-й строчке Руслан Моисеев. Тэквондо, мастер спорта международного класса, член сборной команды России, победитель Кубка России, финалист международного турнира, 5-е место на чемпионате мира в Южной Корее. Тренер, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия Яков Васильевич
Гаврилов. Руслан Паисеев, тэквондо. На 7-й позиции в десятке лучших спортсменов по итогам 2011 года Иннокентий Иннокентьев, вольная борьба, мастер спорта международного класса, чемпион Республики Кыргызстан, бронзовый призер чемпионата Азии. Тренер Иннокентия, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия и Российской Федерации Будимир Григорьевич Яковлев. На 6-й строчке Матриона Наговицына, шашки, международный гроссмейстер, серебряный призер чемпионата мира по международным шашкам с выполнением норматива международного гроссмейстера, серебряный призер чемпионата России по международным шашкам, чемпионка чемпионата России по международным шашкам. Блиц участвовала во всемирных интеллектуальных играх. Матриона Наговицына, тренер, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия Николай Николаевич Кычкин. 5-ю строчку списка лучших спортсменов возглавляет Гаврил Колесов, шашки, международный гроссмейстер, бронзовый призер чемпионата мира по международным шашкам, чемпион всемирных интеллектуальных игр по шашкам. Тренер, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия Александр Гаврилович Азаров. Гаврил Колесов. На 4-й строчке Владислав Андреев, вольная борьба, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы. Тренер, заслуженный тренер, работник физической культуры Российской Федерации Валерий Петрович Киремясов. На 3-й строчке списка лучших спортсменов Георгий Балакшин, бокс, заслуженный мастер спорта, серебряный призер чемпионата России, серебряный призер чемпионата Европы. Тренер, заслуженный тренер Российской Федерации Сергей Анохин. Георгий в эти дни также находится за пределами Республики Саха-Якутия, но ваши аплодисменты Георгию, который по праву занимает 3-ю строчку в десятке лучших спортсменов по итогам 2011 года. На 2-й строчке Евгения Колотко, легкая атлетика, метание ядра, мастер спорта международного класса, чемпионка России среди молодежи, чемпионка Европы среди молодежи и среди взрослых, 5-е место чемпионата мира. Евгения Колотко, тренер Николай Александрович Колотко. И лучшим спортсменом 2011 года стал Виктор Лебедев, вольная борьба, заслуженный мастер спорта, чемпион России, чемпион мира в городе Стамбул. Тренер, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия и Российской Федерации Владимир Бекамович Манасян. Виктор Лебедев. Лучший спортсмен по итогам 2011 года. Виктор Лебедев. Его тренер Владимир Манасян. Еще раз бурными аплодисментами поприветствуем десятку лучших спортсменов по итогам 2011 года. Ну вот, завершился еще один год спортивный. Много событий было. И, конечно, чемпионат России, который прошел блестяще по
отзывам самих организаторов Федерации спортивной борьбы России. Прошел спортинг, чемпионат России по спортингу нашей республики. И прошли они на очень высоком организационном уровне. Везде во всем этом заслуга организаторов Федерации по видам спорта и, конечно, главного организатора — это Объединенного министерства по молодежной политике и спорту. И хочется в связи с этим, завершая еще очередной один спортивный год, пожелать всем, кто принимал участие в этих крупных мероприятиях, личного счастья, духа, чтобы их знания, умения, которые приобрели во время организации этих красивых мероприятий, окрыляло на 2012 год. 2012 год – год проведения Международного форума «Россия – спортивная держава». Грандиозное событие. Плюс к этому игры «Дети Азии» 5-й раз проводятся. Ожидается участие уже 17 и еще более команд, которые приедут с более серьезным составом. Поэтому 2012 год ждет нас большими событиями. И, конечно, уходящий год является стартом, является базой, фундаментом. Поэтому мы этот год завершаем с хорошими успехами, достижениями. Думаем, что вот организованная дирекция игр «Дети Азии» сделает все возможное, чтобы игры «Дети Азии» прошли на очень высоком уровне. Пусть 2012 год принесет всем нам успехов, удачи и благополучия в каждой семье. Спасибо. Хотя этот год для нашего министерства оказался очень сложным, но мне кажется, что мы, в общем-то, справились со всеми поставленными задачами. В первую очередь, конечно, мы закончили реорганизацию Комитета по физической культуре и спорта и Министерства по молодежной политике в одно министерство. Мы провели большое количество различных республиканских соревнований и участвовали в российских международных соревнованиях, где наши представители завоевали в общей сложности 73 медали различного уровня. У нас очень хороший прорыв получился это в национальных видах спорта. Это хапсагай и масс-рестлинг. Буквально вот на днях вернулась наша команда, которая принимала участие в Индии. Это первый чемпионат Азии по хапсагаю и масс-рестлингу. И наши спортсмены выиграли 19 медалей, из них 10 золотых. И вот эти два вида спорта, они набирают все большую и большую популярность в мире. Скоро будет и чемпионат в Африке, будет чемпионат Америки. И в заключение я что хочу пожелать своим землякам. Занимайтесь спортом, несмотря на годы, социальное происхождение и занимаемые посты. И вы будете здоровы и любимы. С Новым годом! Моя игра, она мне...